Как ни странно, но родилась будущий невролог по специальности в семье врачей. Поэтому с раннего детства Маргарита была близка и знакома с медициной. Для меня было обыденным делом взять из полочки из домашней библиотеки книгу, открыть, почитать, полистать картинки с разными заболеваниями. Это меня не пугало совершенно. И неудивительно, что я пошла вот именно с уклоном именно в сторону биологии, обучаясь в школе. Родилась и выросла Маргарита в северном поселке Тикси. В 9 лет самостоятельно записалась в музыкальную школу и грезила играть на фортепиано. Но, познакомившись со скрипкой, появилась мечта – стать музыкантом. И я уже поступила в музыкальное училище. У меня по результатам конкурса «Юный теоретик» я там заняла 2-е место, и меня приняли без экзаменов в музыкальное училище на композиторское отделение. Вот. И я подумала, отбросила все свои романтические мечтательные планы, и все-таки подумала, что более таким вот практичной профессией будет все-таки медицина, врачом. А почему именно вот в неврологию, как так получилось? Это другая история. На 4-м курсе я записалась на кружок неврологии. И мне очень там понравилось. Я изучала такое наследственное заболевание, как миотоническая дистрофия. Заболевание очень серьезное, наследственное, неизлечимое. И мне показалось, что это очень интересно. По мере обучения я потихоньку знакомилась с другими заболеваниями, видела пациентов, проходила, циклы у нас были именно по неврологии. Там мы видели больных. Мне показалось это очень интересно. Например, в кардиологии там они ограничатся только сердцем, да? Например, пульмонология только легкими. Да? А в неврологии это ведь все, и головной мозг, и спинной, и все вот нервы, все тело. Все тело человека, даже душевная часть человека. Прошедшей весной руководство больницы выдвинуло Маргариту Батырханову на участие в конкурсе «Мисс здравоохранения», в котором она благополучно одержала победу. Сегодня лицо республиканской больницы номер 2 – это хрупкая, нежная девушка, врач-невролог с душой музыканта, живет вместе со своим верным четвероногим другом. Его зовут Айланд. Айланд в переводе с английского «остров», то есть островочек. Я его называю Лушей, либо Илушенька. Ему 7 лет. Вот, порода Шелти. Он всегда со мной, никогда я с ним не расставалась. Вот. Не могу себя, свою жизнь представить без своей собаки. Вот так. Единственный, кто ждет, кто встречает, кто провожает. Когда я прихожу домой. Желаем Маргарите успехов в ее нелегкой, но любимой работе, оставаться такой же деятельной, талантливой и не терять интерес к тому, чтобы каждый день менять мир к лучшему.